Так, всем привет! Предыстория. Поехали мы на прыжки, и дорога была как бы не совсем камильфо, нужно было, так скажем, повышать и понижать давление в шинах. Короче говоря, КамАЗ не совсем справился, вернее справился, но с потерями. Скорее всего, выдавило сальник, соответственно, получается воздух при подкачке идет большей частью не в колесо, а наружу, в атмосферу выходит. Вот такая вот история. Сейчас едем на работу чинить все это дело. Так, короче, пациент 4326 у нас так называется. Начало положено. Сейчас будем вот таким образом откручивать колесо. Короче, тут такая приколюха. Я вот, например, лично не знал. Я нифига не тормозишь ни разу. Закручено. А почему не поднимает? Поднимает. Ты просто не видишь. Второй шток поднимается, а первый нет. Дойдет второй шток до первого. А вот как на морозе. Вот так. Только быстрее. Полтинник. Я думаю, смешным инструментом было бы быстрее. Но сейчас... О! И ничего не происходит. Нет, поднимается. Ты пошел? Да вроде пошел, ага. Куда-то пошел. Ну первый шток-то должен был вылезти. Фу. Просто если у нас сейчас домкрат сложный, весь наш ремонт накроется медным тазом. Вот такая вот у нас конструкция получилась. Страшно капец. Так, короче говоря, вот колесо. Уже сдулось, что ли? Не надо ломать его. Вот так вот все теперь у нас выглядит. Надо открутить, короче говоря, вот эти вот 3 болтика. Еще поколотить, наверное, надо. Такая вот хрень. Давай. Ты думаешь, тут тоже так получится? Нет, конечно, мы же встукивали. Опа! Головка сломалась. Как я теперь Какая головка сломалась? Ну, вот это. Вот, смотрите. Аккуратнее, ты сильно большие эти амплитуду больше делаешь. В общем, вот такая вот беда. Сейчас, как подсказывает YouTube и один очень умный человек, нужно именно ослабить эти гайки, которые держат полуось. Именно ослабить, а потом уже открутить. Ой, дергай. Слушай, ладно. Думал, засунуть ее. Главное, чтобы у нас там ничего не потерялось, как ты говоришь, да? Она длинная. Длиннее, чем там. Видишь, вот она, вторая. Вот там блокировка. Объяснение. Куда блокировка вставляется? Вот это вот вставляется в сам редуктор, Мгм. а вот это вот блокировка. Тут вот она такая ходит вилкой, включает типа. Ясно. Ну теперь хоть буду знать. А вот она, вот здесь вот, короче, подкачка у нас бегает, здесь да? подкачка. Вот Здесь она под- отверстие. И Ну и видать его давануло сами. Да. И все, и его поперло через сапун моста. Заводская еще. Ну да, если не разбирали. То есть, в принципе, сами-то все сальники держат все. Потому что видишь, Ну, КамАЗ все-таки надежный. и сейчас все, вот эту шайбу вот расклинивает. Да, это я знаю. Да, Да. Вот где взять такой инструмент, чтобы... А она, возможно, от руки пойдет. В некоторых. У нас на КамАЗе она от руки пошла. Да ты чё? Вот так вот происходит зачистка поверхностей. Что это у нас? Это мост. Какая-то площадка же, да? В общем, это площадка. И вот это вот хрень. Вот так вот всё тут выглядит. В общем, ты выковырил старый сальник. Где он? Вот он. Вот так эта фигня выглядит. Как выковыривалось, не знаю. Моргнул в этот момент. Надо Ну, тяжело. смазка. Она забита. Это же недостаток смазки, я так понимаю. Тут должна быть смазка как бы. Ну да, тут. А она же потом все равно везде расщепируется. Ты сначала ее с горкой накладываешь. Надо сюда положить, потому что, Дополнительно, да, я согласен, ага. потому что я так понимаю, что тут нет. Я считаю, что недостаточно. Сальник. А вот этот сальник получается на новую модель. На старую модель, да? Забивается. Да, это скорее всего наш. Старый выкидывать не надо, потому что им будем обстукивать. Посмотреть новый. Ну да, сейчас попробуем. Так, ну вот пришли новые запчасти.
Это, короче, у нас прокладка на полуось. И он также пришел литол. Сейчас будем устанавливать. Так, вот тут, короче говоря, Что? Ты не знаешь, что это? жижа. Куда ее? Ставили 2 сальника. Набили литолом все это газпромовским. Помыли все болтики, промазали. Вот в этой беде мыли. Здесь засандолили новый сальник. Сальник забивали путем прикладывания старого и постукиванием молотоком. Запчастей почти все, за исключением прокладки на цапфу. Вот сюда вот должна быть прокладка, но в магазине дали не ту, как обычно. Прокладочка же на полуось к нам пришла, все нормально. Короче, вот так у нас выглядит цапфа. Все заряжено, сальнички. Сейчас, короче говоря, будем внедрять этот предмет вон туда. Не забываем сразу одеть вот этот сальник. Так, она у нас должна как-то вот так вот, по-моему, Вот по обрезу. позиционироваться. Не так-то все это просто. Отдайся! Вниз. Она у тебя вверх. Может, болтик сначала всунуть, а потом по болтику. Запчасти тяжелые. А ты нас позиционировал? Обрез. Вроде бы, да. Вот, вроде куда-то попало. А, чтобы перекоса не было, или это не на другой? Ну, перекоса, чтобы я пока подумаешь. Просто так. Вот, короче говоря, поставили. Если ты хочешь, чтобы без перекоса, то... Ну, тогда да. Но тут же вот еще... они вставляли вот в этот вот болт, и получается вот Да, отверстие, и вот в это отверстие. Противоположный, Да, чтобы все это дело было без перекосов. Но они вставили, а потом начали сразу же затягивать. Они — это другие мастера. Не такие, как... У нас свой сервис. Так, что, теперь болтики и закручиваем, да? Ну, тут их не было, видишь, вот тут вот как вот осталась грязь, Да, так и да, да. осталось. Ну, мне кажется, А это здесь я сквозные. просто выколупывал, и она, по-моему, тоже, Мне кстати, кажется, чуть-чуть. сквозные, скорее всего, стояли здесь. Ну, обычные. Их там может и не быть. Нет, вот эти. Обычные, длинные. А, да, да. Короче говоря, притянули цапфу, на 4 болта посадили, чтобы равномерно она залезла, и затянули 2, как они, транспортировочные или какие там, короче, какие-то установочные болты. Все, сейчас будем сажать. Что мы сейчас будем делать? Сейчас мы здесь все промажем, эту нашу ржавчину, и оденем площадку эту, как она там называется хитро. Так вот. Короче говоря, спозиционировали. Ай, как это называется? Площадка. Какой-то щит, это же щиток, по-моему, опорный щит, вот. Опорный щит с колодками, короче говоря, спозиционировали правильно по отверстиям. Все, сейчас будем закручивать болты. Все болты закручены. Так, закручиваем первый гайка с вот этой бабышкой. Это у меня руки грязные. А что? В смысле, ключи чистые, что ли? Так, потом у нас... Так, позиционируем вот эту шайбу с отверстиями в эту бабышку. И здесь еще есть вот такой вот ответная часть. А здесь прорезь. После нее одевается бэушную шайбу. Так, и... Она не должна быть? Да, она в любое отверстие, она же для того, чтобы не раскрутилась. Все, не прокручивается. Не знаю, зачем я это делаю. Ну, литол — это наше все. Так. А это уже можно тянуть. Да, а она потом зажимается. Это, Ее можно тянуть уже нормально. да, это, как сказал один товарищ умный, это контрящая гайка. И дабы все это не раскрутилось.
хорош, сейчас загнем, она же никуда не открутится. Все? Гайку загнем? Нет, не загнем, эту пластинку. Нам же сейчас ее загнуть монтажкой надо. Сейчас мы ее загнем и все. Была загнутая в 3 точках. Вот, короче, одеваем прокладку новую, пока не забыли. Заранее промасленную. Опа, а что такое? Нет, нет. От нового КамАЗа. Да родная, родная. Так, все, на месте. Осталось сделать за малым. Короче, вы собрали весь этот узел. Но скажу я вам, засовывать туда полуось, это то еще наказание. Получилось как бы, слава богу, что получилось. Короче, буду я лучше парашютные ролики снимать. Тут что-то неудача какая-то. Не победили мы этот КамАЗ. Вернее, не ФАС. Он нас победил, он нас сломал. Ну, конечно, еще не все потеряно. Да? Ну, пока что. 1-0 не наша польза. Уже, кстати, 2-0. Такая вот хренотень. Короче говоря, ничего у нас с этой бедой не вышло. Никто на YouTube не показывает, как эти сальники нужно сюда вложить. В сложенном состоянии оно туда не входит, или входит, но да, вот вошло, но оно здесь сразу же выходит из своих пазов. Только мы пытаемся это сделать, или это надо делать какой-то оправкой. Вот опять вышло и все. Вот так вот это будет происходить. Пружинка, опорное кольцо, сальник и вот это вот, не знаю как правильно назвать, подставочка, проставочка для распора сальника. Сейчас все это внедряем. Туда, крышкой поджимаем, здесь заправляем каким-либо не металлическим, не острым предметом и крышечку фиксируем на 4 болта. Потом, соответственно, делаем забивку смазкой, потому что сейчас это как-то в солидоле возиться вообще не вариант. Я заколебусь его потом оттирать. Вот так вот я накрутил. Ну и попробую сейчас, поддавливая, используя пластиковую линеечку, заправить сальник внутрь. Тяжело будет, но что поделаешь, по-другому никак. Так, ну вот, короче говоря, я ее туда оправил. Она, в принципе, там даже держится. Это там пружинка стоит, все, оно под напряжением, то есть плотненько, очень даже хорошо. Ничего не вылетело. Сейчас одеваем крышку и запечатываем все это дело. Набиваем смазку. Вот спустя какое-то время, не очень продолжительное, все-таки я все вставил, промазал, под каждую детальку положил смазку. Все это раскидал. Положено там 25 грамм литола 24, как в инструкции написано, заложить смазку. В общем, все это заложено, не знаю сколько в граммах, но явно не меньше. Жалеть тут смысла нету. В общем, довольно-таки интересный процесс, особенно когда все в смазке, очень склизко. Очень тяжело это сделать, но тем не менее я это победил. Вот и очистили старый герметик, все подготовили, останется только протянуть. Сейчас пойду на мосту еще очищу. Так. Ну что здесь надо все очистить, весь герметик убрать. Ну что, опять дошли до этого места, все подсобрали, но эта зараза не хочет туда залазить.
А пинать ее нельзя. С горем пополам и с какой-то матерью она вошла туда. Очень интересно, непонятно, как она входит, но очень интересно. В очередной раз разбираем по кузову. Отгибаем края шайбы стопорные. Вот в течение там 2 минут изъяли ступицу, крутили вот эти вот гайки шайбы и вытащили ступицу с подшипником. Так, сейчас откручиваем все эти по периметру, снимаем цапфу и смотрим, что у нас там происходит. О, а я, кажется, вижу, что происходит. Объясните, пожалуйста, кто знает, как это произошло? До 4 очков накачали и все. Или сальник такой, или мы такие тут что-то одно из двух. Короче, вот до чего мы дошли. Вот так вот. Вот эта вот хрень, ну, то бишь, которая сальник называется, но я уже не уверен, что она не хрень. Тоже, короче, внутреннюю часть посадили на герметик. Сейчас еще вот эту вот площадку, по которой она прилегает к цапфе, тоже на герметик. В общем, герметик будет лежать везде. Ну и солидол тоже. В очередной раз поставили цапфу. Уже на коленях перед ним стоит. Ага. Так, ну что, одели ступицу, подшипник поставили. Сейчас одеваем гайку вот с этой вот бабушкой наружу. Вот так все это происходит. Короче, одеваем вот такой вот трубчатый ключ и затягиваем таким вот образом. А потом отпускаем на сколько-то там, на 60, кажется, градусов. Короче, расстояние между двумя шпильками. Далее шайба с отверстиями. Ага. И так мы ее пытаемся одеть. Так, после гайки одели шайбу, которую нужно будет загибать, контровочную, и сверху еще раз гайку до конца. Вот все собрано у нас. Осталось воткнуть полуось. Но дело это еще то. Не входит она туда с первого раза. Не, как ее туда запердолить нормально, блин, по-человечески? Должно же быть какое-то простое логическое действие. Раз с горем пополам. Она все-таки зашла. Просто нашла свое место и зашла без всяких ударов, там, колочений. Как это работает? Непонятно. Походу, обработка металла такая. Ну что, сегодня у нас будет, надеюсь, завершающий этап ремонта. В общем, что будем делать? Вот нам предоставили любезно 5 прокладок под полуось. Их мы дополнительно поставим под полуось, тем самым сместив канавку, которую набил сальник, на новое место. Воздух-то из-за этого уходит, потому что сальник в канавке и, соответственно, пропускает. Поэтому берем инструмент, идем КамАЗ, не ФАС, то есть, и все это дело соединяем в единый организм, так скажем. Домкратим, откручиваем полуось. Надо ее приоткрутить, попробуем внедрить прокладочки, так их раздвинув. Может, они все-таки оденутся на полуось. Должны одеться. Не хочу я полуось вытаскивать, и очень сложно потом засовывать назад. Ну, как-то так. Идем. Non più andrai farfalloni amoroso, notte
di giorno girando, e le vele del turmondo e riposo, Narcisetto ad un fino d'amor. Ой. Конусы. Все. Теперь можно откручивать. Вперед. Вот так вот. Так, теперь надо вытащить полуось, но не всю. Вот. Пошла у нас. Вытащить нам надо ее совсем чуть-чуть. Все, теперь одеваем дополнительные прокладки. Проможем сейчас прокладочку и оденем. Рваться не надо. Берем следующую. Также, блин, то что они такие кривые, конечно, очень сильно мешает. Тихо, тихо, не рваться. Оп. Оп. Все. Не знаю, будет результат, не будет, блин. Надеюсь, что будет. Следующий, сказал заведующий. Короче, так понял, главное, чтобы через эту шпильку не пропускать. Тогда она заходит более-менее. 5 это сильно много. Так, следующий, сказал заведующий. Вот, сделаем 4. Ага, не так-то все это просто. Ну, елки-палки. Короче, запрыгнула она туда, пошевелили чуть-чуть кардан, и она чпынк, и все. Еще раз спасибо. Вот так вот. Теперь я счастлив. Так, ну все, затянул я все гайки на шпильках. Сейчас протяну еще, прикручу и поставлю защиту. О, нифига она как прослаблена-то. Это всего лишь раз по кругу прошло. Так. Ну что, прокладки установлены. Так, машина на домкрате. Так, ну чё, все готово. Заводим. Значит, ключики, ремонт сделан. Сейчас мы заведем коня Камского. Надо открыть кран для того, чтобы проверить. Сейчас все это сделаем. Открываем кран. Попробуем подкачать колесо.
Вот давление накачанное 3,8, грубо говоря, да? Сейчас попробуем подкачать. Вот пошла подкачка. Ну и никаких звуков потери воздуха в атмосферу нету. Так что ремонт удался. О, подкачали там 4,2. Ну это надо спустить. Лишнее нам не надо. Вот 4 очка. Вот, вполне для наших условий. Так, все, у нас нормалды. Ну, в общем, как оказалось, дело было в том, что образовалась канавка от сальника на полуоси. Вот это дело мы устранили путем подбора дополнительных прокладок на полуось. Он двигается. Работает? Вот как-то так. Все очевидно. В общем, на этом все. Ремонт закончен. Потерь нету. КамАЗ жив. Всем пока. Да, еще немножко. Все-таки у КамАЗа классный звук мотора. Не знаю, я обалдею с детства. Мне нравится. Как он воняет, это одно. А вот как работает, это совершенно другое. Ладно.